Лок? Ах ты бандитка. Трактор как с мультика. Умка среди ромашек. Столько дырок. Так, рыбак сидит. Дядя Ваня, привет! Привет! Все, понял тебя? Уезжаю. Уезжаю. Внутри, в земле сгнили семена. И я туда даже боюсь что-нибудь там сказать Маше, она сердится потом на меня. Всем привет, друзья! Сегодня вроде, потеплело, так сказать, относительно, конечно. На небе солнышко, где-то градусов 16, так. И ветер все равно присутствует, такой ветер, когда вот, например, туча, солнышко уходит за тучей, и, немножко такое прохладно, и моментально, так сказать, прохлада чувствуется, и я все равно вот куртке одетый. Тоже думаю, просто снимать особо в огороде ничего такого существенного не изменилось. Все растет, потихоньку картошку окучили, там немножко еще осталось, чуть-чуть там. Почему-то неравномерно вышло, там в конце огорода, в конце участка там очень мелкая еще, просто от сорняков убрали и все. В принципе, остальные культуры, мелкие культуры растут потихоньку, но это уже зависит в основном от погоды. Нужно тепло, нужно, чтобы солнышко было, тепло, и все остальное будет вот так. А потом, сегодня, думаю, не знаю, вот как будет себя вести Умка, но хочу сегодня ее, так сказать, свозить до речки. Вместе с ней прогуляться до речки. На улице очень сильный ветер, правда. Вот видите, наверное, чувствуется этот ветер. Я не знаю, убежит или нет от меня. Просто на цепи я не могу. На машине отвезти тоже как-то. Пускай она лучше сама пробежится. Не знаю, попадем или нет под ругань односельчан и соседей. Потому что, когда я ее отпускаю, она будет бегать, не знаю, затопчет ли вот эти грядки мелких культур, там морковки, свеклы, еще что. Она уже здоровая кобыла. Щенок-то ладно у нас бегал, он ничего такого не делал. Вот. Да, и еще щенка у нас забрали, дали ему кличку, по-моему, Арчи, по-моему, дали кличку, да. И если смогу еще к нему, показать, как он живет, у него новый домик, показать его новый домик. В планах вот это и около речки прогуляться. Вот так. И, в принципе, все. Сейчас возьму Умку и поеду. Сейчас Умку отпустят с вольера, и мы съездим. Сейчас съездим мы на поля. Съездим мы на поля с Умкой. Лок, Энмунтачи, лок. Вот она такая и есть у нас. Умка, хулиганка. Лок.
Лок? Нашла какого-то друга, и он догоняет меня. А? Пошли! Лок? Давно уже Умка у нас не прогуливалась. Дождалась момента. Чуть-чуть рановато, если честно, но... Лок? Ах ты бандитка. Мудишь ты? Устала немножко, да? Ну ничего. Ну вот видите, уже совхоз консервы делает, там далеко уже трактор. Видите, совхоз работает. Делают такие консервы, вакуумные упаковки. И всю зиму будут потом питаться. Вон сколько уже там понаделало, это вот такая маленькая часть всего, что они делают. Такое поле. Ну, я снимал прошлый год, как они работают, там даже внутри кабины там тракторист поснимал. Посмотрите видео, если вот сейчас будет там в описании или подсказках. Трактор как с мультика. Мультяшный трактор. Че, пошли дальше, Умка. Че потом? Скоро речка уже там, воды попьешь немножко. Ну, потихоньку, друзья, добираемся до речки. И как бы жарко в этой куртке, и, например, чуть-чуть ветер подует, уже холодно. Прям вот не как осенне-весенний период. Не знаешь, что одеть. Вроде бы жарко, а одновременно мерзнешь. Вот. Ромашки зацвели, сейчас я покажу вам. Смотрите, везде ромашки. О. Ромашки, ромашки. Красота такая. Вон. Ромашки. Вот это ромашки. Потихонечку добираемся до речки. Тоже речка виднеется, так сказать. Ой, тут одни ямы, осторожно надо ехать. Умка пошла к речке, спустилась уже, там воды напьется, пускай. Тоже ей охота уже водички попить. Вот.
такая. Ветер неплохой. Дует. Ромашки цветут, прям очень красиво. Ха-ха, ты здесь! Да, Умка, ты здесь? Умочка. Умочка, красотулечка. Прям вообще, ты куда? Куда ты убежала? К воде? А, шлепает там. Шлепает там. Шлепает там, да? Умка среди ромашек. Такая. Сама как ромашка ты, беленькая. Иди к речке воды еще попей. Просто потом опять будем идти, и далеко будет речка. Вот такая красота на речке, друзья. Если бы не северный ветер, вообще бы шикарно было. Очень нравится мне это место тоже. Вот здесь стою и вот смотришь вот вдаль, да? А с квадрокоптера здесь снимали, и вообще четко было. Вообще красота была такая. Сверху вообще. Тогда еще жаркий летний ясный день был. Вообще круто было, получилось. Вот. Умка там дышит своим астматическим дыханием. Иди к речке, что ты? Пока сюда бежали, изо всех сил там пыхтила и устала немножко. Ну, сижу возле речки, друзья, здесь. Свежего воздуха хоть отбавляй. Вот смотрите, какая красота. Облака смотрятся в речку. Красота. Мы дальше там будем прогуливаться с Умкой. Посмотрим. О, трактор догоняет. Сейчас повернусь немножко. Трактор догоняет меня. Умка прижалась ко мне. Вот так и косят. Косят, работает, совхоз работает. Потихоньку. Умка. Нам надо сюда так-то завернуть с тобой. Но там еще не скошено. Да, Умка? Умочка. Умка. Так. Ну, посмотрим там. Хотя бы здесь в тенечке посиди. Да, Умка? Зюлита. Умка. Убежала. Убежала бандитка. Дальше. Тут прохладно. Этого нету. Солнца. О, витамины нашла. Витамины кушает. Кушай. Зима длинная. Без витаминов совсем плохо. Да, Умка? Без витаминов, скажи, совсем плохо. А вот это-то большое поле еще не убрано, и нам, наверное, придется развернуться обратно домой. Пускай здесь
потушит Умка. И о, он набегается здесь пускай. И потом домой поедем обратно. Побегает, да. Ну, все время что-то там кушает. Потому что витамины животные знают, что и какие витамины кушать. Сами себе ищут. Но она, вот я вижу, да, клевер кушает. Видите, она избирательно там что-то кушает. Витаминки ищет. Ну, как я заметил, вот она вершинки клевера есть. Кушает. Трактор там на фоне шумит, конечно, но жарко ей. Она в лес не заходит, вот только рядом с луной только и ходит. Сижу на краю поля, друзья. Вдалеке там трактор работает, консервы. Здесь все красиво очень. Вон там консервы какие. Это значит, что совхоз еще работает. Совхоз жив. Трактор вон работает. Чайки летают. Чайки летают, потому что они, вот трактор косит, потом там после покоса там мыши. И вот они, чайки эти мышей ловят. Все, вот такая красота. Здесь погуляли. Умка вон там тоже поразвилась. И сейчас мы поедем обратно уже потом. Умка к речке хочет там попить. И поедем. Остановились вот здесь, возле речки, и позвонила Маша, хотела приехать к нам, потому что, говорит это самое, потом ловить Умку в деревне. Говорит, лучше уже здесь я заберу, заодно и до речки вместе с ней, ну как бы здесь посидим. Где-то уже едет на машине. Умка ждет. Сейчас как увидит ее, она будет навстречу ей бежать.
Она такая. Вообще неверная. Вообще. И по барабану с кем. И куда бежать. Лок! Умка! Ой, напротив ветра как раз получается, что снимаю. Видишь, я немножко прикрикну, и она так слушается. Лок! Эльмунтаче! Мулясите муна! Видишь, я не еду. Зачем туда идешь? Ну, Маша скоро уже там подъедет, скорее всего. Сейчас как бросится на машину. Наша умка. Ну, такая. На любительница. Вот она едет. Маша, по-моему, едет, да. О, едет, да. Сейчас. Ой, увидела. Смотрите, увидела. Увидела. Видите, что делает? Ай, неверная, совсем неверная. Под колеса еще попадется. Эту предательницу вообще, предательница она такая вообще, да? Как увидит там машину, бегом просится. Всем привет, Маша. Вот. Видишь? Я так чесать не могу. Я так чесать не могу. Как там потом в машине? Ты постелила что-нибудь, да? Джуджиас, ползяс, ten Джуджиас, ленда, ten Йонан воит из Нескет. А из ten юрты отлезли, зачем? Там стрижи, да? Вон оттуда можешь посмотреть, вот туда спуститься и туда посмотреть. Да, там. Столько дырок. Сколько много здесь. Ромашка. Машка, ромашка. Вон ромашки собирает Маша. Очень красиво ромашки зацвели. Смотрите, еще поле в ромашках. Покажи. Покажи поближе, Маша. Маша с ромашками. Домой несу, вазу поставлю. Эту красоту. Полевые цветы. Маша собирает ромашки пока. Умка ждет. Вот она устала и хочет все домой. Машину и домой. Умка сейчас сядет и поедет как принцесса на машине. На авто. Видите, как она села. Все. Эй! Эй! Где там ты? Эй! Умка! Умка! Все, убежала. Уехала. Вот. Все, меня оставили, друзья. Оставили, как говорится. Все. Еду, друзья, против ветра. И думаю, звук ничего не будет понятно. Вообще ничего. Потому что вот такой мощнейший ветер. И даже разговаривать можно было потихоньку ехать и разговаривать в своем, но видите, вообще, как тут, ничего не будет слышно. Вот. Потихоньку еду домой. Умка уже уехала.
Еще на обратном пути, вот сейчас я буду доезжать до дяди Вани, заеду и постараюсь поснимать нашего щенка, которого забрали они. Как он там живет, как там он устроился в новой будке, в новом домике своем. Вот. Ну, вот так примерно. Едем дальше. Сейчас еще заедем по пути на мостик. Тут такая красота. Не могу я пропустить такой момент. Вообще. Рыбак там, рыбачить. Сейчас спросим, ловится, не ловится. Вон там вдалеке. А красота такая, о, смотрите. Вообще прелесть. Вообще прелесть. Птички поют, играют. Вода играется от ветра. Блестит аж золотом как-то. Вообще красота. Далекий рыбак. Рыбачит. Сейчас поснимаю его тоже. На удочку ловит человек. Так, рыбак сидит. Удочка такая. Что-то поймал? Вроде как не поймал. Ну что, спрятался уже, микрофон уже спрятал от ветра, все равно очень ветрено, да. Посидели на мостике, тоже так-то очень клево, но он даже вот там на лодке, даже человек ловит, ищет место и не может найти для рыбалки. Что-то с озером не то творится, нету рыбы. Ну вот не ловится и все, что потом поделаешь. Штатив, конечно, установлен так, что снизу вверх снимает, конечно, смотреть может тяжело. Вот. Надо бы повыше поднять так-то. Вот. А сейчас развернусь, так и поедем обратно. Что потом? Посидели, посмотрели красоты, да? Красоту. И все. Сейчас будем поворачиваться. И поедем домой уже. Опять навстречу ветру. Навстречу ветру северному. Ну что, сейчас свернем к дяде Ване, подъезжаем уже к нему. Посмотрим там нашего щенка, как он живет. Потихоньку будем ехать. Так, тут трясет невозможно, конечно. Сейчас. Ух ты! Ничего, я испугался. Вот это да. Вот это пес. Это не тот пес, конечно. Уф. Вот это испугался я. Сейчас. Едем, дядя Ваня. Дядя Ваня чем-то занимается тоже там. Ага, конура делает. Дядя Ваня, дядя Ваня. Ох,
Дядь Ваня, привет! Привет! Что ты делаешь? Дом? Дом делает, сейчас. Сейчас я ближе к тебе подойду. А, ты здесь! Вон, смотрите, сынок. Хе. Привет! Ах, какой у него дом маленький. Новый. Да? Вот он. Наш щеночек. Нашел я тебя. Че, забыл уже меня, что ли? Забыл? Забыл? Все, ты в новой будке. И птичка не мальчик уже, а Арчи. Вот так. Лёг? Лёг. Сейчас поближе подъеду, поснимаю. Ха, ути-пути, ути-пути, ути-пути. Смотрю, да у тебя там утеплитель лежит. Кашка вон еще есть. Че ты не выходишь? Боишься? Боишься коляски моей, да? А, ути-пути. Ути-пути-пути-пути-пути. Шустренький ведь так-то. Из дома не выходишь, да? Из нового дома. Да? Дядя Вань говорит, что 2 дня не заходил в новую будку. Да, да. Лёг, 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 лёг-то. Ну, лёг, лёг. Нагулялся там среди картошки. Всё. Ау, ау, ау. Ау. И хочется играться, и боится моей коляски. А? Ох ты, хулиган. Вот так. Все. Показал я, друзья. Да. Показал я вам, куда делся мальчик. Мальчик по имени сейчас он Арчи. Арчи. Ого. Голос такой звонкий, да? Сказали, не умеет, лает. Лает, как еще, да? Да. Все отлично, супер. Да. Вот так. Все. Всем пока скажи, и я поеду, давай. Всем пока скажи. Все, понял тебя? Уезжаю. Ну что, поеду я, наверное. Дядя Ваня вон сидит. Говорит, заниматься буду этим. Там другой собачке делает будку еще. Это уже малышу уже там будка готовая. Вообще классная будка там с утеплениями. Ну, малыш уже все. Меня уже подзабыл немножко. 2 дня назад ушел. И уже забыл. Вот ты такое чудо. Ладно, поеду я. Да, он боится, наверное, коляски, да? Так-то он, это самое, подходил ко мне всегда. Возле дома. Сейчас уже... Лёг. Все, поеду я. Дядь Вань. Поеду. Все, пока. Делай хорошую будку. Корми собаку хорошо. Все, поеду. Так, едем, друзья. Потихоньку. Я уже дома, друзья. Хумка вон в вольере. Дали ему травку зеленую еще. Вольер добавили. Сестра вон аппарат положила. Вот такой аппарат, триммер. Взяла серп и что-то там делает. Серпом остатки. Так, Раиса Ивановна тут на огороде косила там все, что осталось там
вот этим триммером. Далее там, вот это, помните, была грядка незаконченная. Вот это она закончила. Это самое окучила. Прополола, окучила там. Говорят, не вышли и укроп, и морковь у нее. Вот. Вот так. Умка довольная. Я приехал, потому что она лежала, а сейчас вот кинули ему травку, ей травку, да, она вот поднялась. Так-то она уставшая, сегодня довольно будет спать. Маленькая горбуша это, черп. Горбушу закинули куда-то, да, я не знаю даже, где она сейчас находится. Как уже говорил, вернулся домой. Все тут, ну, что там. Сестра занимается своими делами, Маша еще в доме. На огород сегодня что-то еще, говорит, и не выходила еще. Сестра там сорняки убирает, там траву скосила. Приехала вот с города на выходные, как раз всегда она приезжает. Умка спит, усталая, лежит. Айда там рычит с кем-то, борется, она борется с поленом. Там ему полено ей попадется, и она грызет его, и какая-то фишка у нее, грызть вот это все. Дошечки там эти. Вот. Ну что, сегодня Умка нагулялась. Думаю, мои зрители, которые меня постоянно, так сказать, осуждают, что я не выпускаю Умку на прогулку, наверное, сегодня уже точно не будут ругать меня. Ну а почему не отпускаем ее гулять часто? Потому что, ну, вот как раз вот сейчас более-менее еще, даже я считаю, что рано, потому что, ну, там уже косят, да. В траве находятся все-таки птенцы, и они должны уйти в лес. И только потом будем с Умкой гулять. Ну, она сегодня нагулялась конкретно, конечно, хорошо. На обратном пути уже Машу позвал, потому что она убегает там с другими людьми почему-то. Вот она неверная такая у меня. Ну что, немножко вот прогулялся и поснимал. Такая у меня прогулочка вышла, друзья. Еще вот рассказал, что у Маши-то вышла и морковка, и укроп, и еще, так сказать, там свекла, а у сестры укроп не вышел, и морковка тоже, говорит, там 3 штуки или 4 штуки всего, говорит, вышла, и все. И заново надо будет посадить вот эту морковку и укроп. У Маши вроде так все нормально растет, просто сейчас холодно было, да остановилось немного. С прошлого видео ничего еще такого серьезных изменений нет, я и не стал огород это снимать, как и что растет, потому что, ну, остановилось вот в одном положении. Неделя проходит, растение в одном положении. Насчет там теплицы, я не знаю даже туда. У меня вход воспрещен, я туда даже и не могу. Я знаю одно, что у нас в этом году были проблемы с огурцами. Ну вот, посадила Маша огурцы, все вышли, прямо в теплице сразу посадили, там она семенами так как-то садит. Все вышли, все нормально, начали расти, и бац, у нас, помните, там в начале снег был, в начале это самое, когда снег-то выпал. Ну уже все, уже конкретное тепло было, все думали уже все тепло, и снег выпал. И холод такой был, дня 3, наверное, или 4, или даже больше. И вот что вот вышли побеги эти огурца, они, ну, все, погибли. Потом второй раз посадила огурцы, тоже. Не выходят семена. Потом она раз посмотрела, говорит, семена сгнили там внутри. Внутри, ну, в земле сгнили семена. Потом третий раз посадила, что-то сгнило, что-то вышло. Ну, что-то вышло, и получается, что вышло там кусты, 5 кустов, что ли, вышло, нормально. Сначала один куст, потом второй, третий, и вот 3 куста
убил этот проволочник. Стебель грызет, и проволочник убил. И два куста огурцов осталось, и все. И я туда даже боюсь что-нибудь там сказать Маше, она сердится потом на меня. Я, пускай она уже там с этими огурцами в этот год, говорит, достали, говорит, меня эти огурцы, говорит, больше не посажу. Ну, имеется в виду на этот год. Вот. Солнышко светит, хорошо, ветер северный и обдувает. Плохо. Ну что, рассказал там небольшую проблему у нас какая там. И, в принципе, все хорошо, все живем, все идет своим чередом, друзья. И буду заканчивать это видео. Это прогулка и вот моя болтовня. Вот так сказать. Все. Всем пока. До новых рассветов. Встречайте рассветы. Это самое. Летние рассветы очень красивые. Ну и зимние красивые, конечно. Летом особенно красиво. В деревне и вообще суперские. Вот. Самая хорошая пора. Лишь бы лето оно было. Вот. Потому что много времени что-то уже вот этот северный холодный ветер уже достал порядка. Еще, как уже говорил, там на многих видео говорил, что у нас есть канал еще на Дзене. Называется «Деревенские заметки». В описании и в закрепленном комментарии есть ссылка на этот канал. Пожалуйста, кто новые на канале, или гости, или зрители, эти же видео, конечно, но на всякий случай подпишитесь на Дзене и смотрите там тоже. Эти же видео будут как бы дублироваться, потому что с Ютубом, ну, может, сегодня он есть, может, завтра не будет, и все-таки, чтобы была какая-то связь с нашими подписчиками постоянными. Ну, это же по желанию. Кто смотрит нас, кому это интересно. Вот. Подпишитесь там, деревенские заметки. Там мы с Машей тоже. Фотография там наша с Машей. Вот. Ну все, разболтался слишком много. Всем пока.